Читаем российскую газету от 31 марта 2017 года под номером 68. Статья «Бедность не повод». Семейный кодекс могут серьезно переработать, чтобы исключить возможность изъятия детей и другие виды вмешательства в семейные дела россиян без всякой на то причины. Назревшая реформа обсуждалась на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По данным Верхней палаты парламента, в 2013-2015 годах из семей было отобрано почти 11 тысяч детей. По поручению президента последние 10 лет проводится мониторинг изъятия детей. Выяснилось, что в основном отбирают детей у неполных многодетных семей. А главная причина – бедность, долги за ЖКХ, пустой холодильник, плохой ремонт. Вместо того, чтобы помогать семье, избирается быстрый путь – изъятие ребенка. Причиной тому, по мнению сенатора Елены Мизулиной, ювенальная юстиция, нацеленная, по ее мнению, на изъятие детей у кровных родителей без достаточных оснований. Нужно четко прописать в законодательстве положение о защите кровно-родственных связей. Сейчас даже термин такой отсутствует. И нет политики сбережения кровной семьи, заявила Мизулина. Как родительская общественность предлагает реформировать семейный кодекс, рассказала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. В нем предполагается прописать принцип невмешательства в частную жизнь семьи, которая, согласно Конституции Российской Федерации, неприкосновенна. Вмешательство не должно быть возможным только в тех случаях, когда действия членов семьи являются опасными для общества или для самих членов семьи. И еще одно исключение, когда семья сама обращается в суд как к арбитру для решения споров. В Семейном кодексе также необходимо прописать приоритет родительских прав, заявила Литкова. Именно родители должны иметь право определять, что лучше для детей. При воспитании ребенка должно допускаться использование посильного детского труда, мер поощрения и наказания. Кроме того, нельзя запрещать родителю воспитывать ребенка в соответствии с собственными культурными и религиозными традициями. Недопустимо разрушать семью, особо настаивает родительская общественность. Так что в Семейном кодексе также предлагается прописать принцип неотчуждаемости. Это значит, что изъятие ребенка должно допускаться только в тех случаях, когда его жизни угрожает прямая опасность. Если родитель занимается бродяжничеством, проституцией, страдает алкоголизмом или наркоманией, нахождение семьи в трудной ситуации таким образом не может быть основанием для изъятия. Конкретные предложения, вытекающие из этих принципов, родительская общественность представила на рассмотрение Совета Федерации. Нужно остановить бездумную ювенальную практику, которая сегодня есть в России. И соответствующую систему мер мы подготовим, обещала Мизулина. Между тем, сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков предлагают ввести в школах, детских садах и других учебных учреждениях предмет «Трудовое воспитание». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В профильном комитете Нижней палаты парламента назвали идею правильной. Кроме того, поправки поддерживают в Миноборнауке. Статью подготовила Татьяна Замахина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.